То есть вот мы сейчас с тобой говорим, сказали Шурали Суанас, и вот это все прочитали, мы должны денег? Бір күн мен ауырлы екенін білдім. Вот мы сейчас не будем же его запикивать, он вроде литературный такое. Литературное. Как сказать на татарском «я не был на белой вечеринке»? Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, бүтінігізге сәлем, всем привет, это Айда подкаст, меня зовут Айнур, я по-прежнему учу татарский. Мин Римма, я учу татарскому. В нашем подкасте мы учим татарский язык по новостям, по мемам и песням. И наша первая рубрика «Учим татарский по новостям». Новости читаем с сайта Азатлык Радиус. Бірінші хабар. Новость первая. Әкият театрынан 500 000 сум акча таләп ителәр. Так, ну давай я перевожу по традиции. Әкият театрынан. Из театра Әкият. Әкият — это сказка. А в Казани есть такой театр кукол. Театр кукол же? Әкият. Кукольный театр. Да, кукольный театр. 500 000 сум акча. 500 тысяч. 500 000 сум акча. 500 тысяч рублей акча денег. Таләп ителәр. Вот я слово «таләп ителәр» не знаю, эту конструкцию, но сейчас интуитивно понимаю и из контекста, что требует. Да. Таләп ителәр. Да, у них требуют вот 500 тысяч рублей. Ты знаешь, за что, да? Я знаю, но давай для зрителей тоже прочитаем. Я думаю, для контекста можно какой-нибудь вот абзац какой-нибудь прочитать из новости. Давай я прочитаю. Ниндидер бер оешма, су анасы, Камыр батыр, Шүрәле, Казан ханбикәсе кар кызына патент алган. Хәзер дәгъва белдерәләр. Алар бездән башта 500 000 сум, аннары күрәсең, касса җыемнарыннан ниндидер процентлар тели, дип сөйләгән Илгиз Зәйниев. Ниндидер бер оешма, это какая-то организация No Name. Наверное, у него есть название. Су анасы, Камыр батыр, Шүрәле, Казан ханбикәсе и кар кызы — это татарские персонажи. Да. Патент алган. Взяли на них патент. Да, тут понятно. Хәзер дәгъва белдерәләр. Дәгъва бирерсең, может так? Это вәгъдә. Это не то. Да, местами поменялись. Да. Дәгъва — это иск, претензия. Ну, то есть, если бы они сейчас, эти ребята, написали бы песню, она действительно звучала вот так. Дәгъва бирерсең. 500 000 сум түләргә. Алар бездән, они у нас башта сначала 500 000 сум, а аннары күрәсең. А потом күрәсең, видите ли, да? Видите ли, видимо. Видимо, касса җыемнарына со сборов кассы, ну, то есть С кассовых сборов, да? ниндидер процентлар тели. Требует процент. Какие-то проценты. Хотят. Дип сөйләгән, рассказал он, Илгиз Зәйниев. Контекст, то есть, я правильно понял, что какая-то организация запатентовала вот эти татарских национальных героев, и теперь у театра просят деньги? Да. То есть, вот мы сейчас с тобой говорим, сказали Шурали Суанас, и вот это все прочитали, мы должны денег? Мы уже, мне кажется, много должны. Как минимум, если даже по рублю, тут уже 10 рублей набежало. Но если по 500 тысяч, мы сейчас попадаем на уже 5 миллионов, потому что мы 2 раза это повторили. Нет, здесь же явное противоречие федеральному закону, потому что есть федеральный закон в России о авторских и смежных правах, где говорится о том, что национальные вот эти персонажи, там, фольклорные, они не могут быть объектом для патента. И я думаю, что здесь просто Роспатент не разобрался, вот, потому что, ну, они просто увидели какой-то Шурали. Вот, и я думаю, все будет в итоге, все нормально разберутся. Я, короче, за это не... еще следующий вопрос. Эксперты там разбирались. Бүгін Шүрәле, иртәгә Тукай исеме белән акча эшләрләрме? Сегодня на Шурале, завтра будут делать деньги на имени Тукая. Да. Ну вот, кстати, про Тукая не знаю, можно ли имя Тукая, как и имя Пушкина, например, сделать брендом, но Пушкин точно есть, там, по-моему, что-то водка есть Пушкин, отель точно есть какой-нибудь Пушкин. Пушкинская карта. Пушкинская карта, аэропорт имени Пушкин. Тукай исемендәге аэропорт. Все нормально. Угу. Кстати, вот в этой новости, которую ты прочитала, там говорится как раз-таки, что это патентные тролли, скорее всего. То есть чуваки берут патенты и так троллят. Они не производят никаких продуктов, связанных с этими брендами, ну, с патентом. Прекрасное слово, патентные тролли. Патент тролли. Шулай мı? Патент тролли. Патент неләре. Жиннәре? Да, бәлки шулай.
Ну, в общем, я, короче, думаю, что их на самом деле дожмут, прижмут, и все нормально будет. Икенче хабар. Новость вторая. Финляндия татарлары турында китап түркчә басылды. Бүтін шығымдарны Түркия үз үстіне алған. Финляндия татарлары турында о финских татарах китап түркчә басылды. Книжка на турецком түркчә басылды, но, видимо, выпустилась. Да, А басылды, это же вот дословно басылды, типа вот нажалось как-то. да. А с книгой что делают? Выпускают, печатают, что? Печатают. Напечаталось, Да. басылды. А принтер тоже боса? Я могу сказать, типа, напечатай мне бумажку. Мне кегазны бостер? Әйе. Окей. Вот новая конструкция, класс. Бүтін шығымдарны Түркия үз үстіне алған. Все шығымдар, это, видимо, расходы. Да, Турция взяла на себя. да. Шығым — это деньги, которые выходят из твоего кармана. Угу. Круто. Турция, рахмат. А в Турции недавно вышла еще одна книга, тоже про татар. Называется «По следам татар в Турции» или «По найденным следам татар в Турции». Түркияда табылған татар изләре. Автор Айзира Гараева-Ушура. У нее вышел сборник всех публикаций про татар, которые проживают в разных городах Турции. Про этот Азат Факрадиус тоже писал. То есть тоже рекомендуем почитать у нас на сайте. Блин, я хочу обе книги. Если кто-то знает, где их купить, пишите в комментариях. Я еще, кстати, меня удивил, вот сейчас, пока мы лазили по этой новости, что на этой презентации книг про финских татар был президент Финляндии. Там был не только президент Финляндии, там был и Джо Байден, Ангела Меркель, Олаф Шольц. Илон Маск Илон Маск. станции. Там был посол Финляндии в Турции, там был посол Турции в Финляндии. Там была Гультен Бедреттин, это лидер татар Финляндии. То есть много известных, интересных личностей, политических деятелей, которым, наверное, точно так же, как и тебе, интересна история татар Финляндии. Мне просто нравится эта тема, что вот президент Финляндии присутствовал на открытии, на презентации книги о татарах Финляндии в Турции. То есть есть страна, где живет больше всего татар. И вот я плохо представляю себе такую ситуацию, что президент этой страны будет где-то презентовать книгу про татар в другой стране. Так, перейдем к третьей новости. Жамала Азатлык жырлары Украин документаль фильмі Канндағы медиа һәм ТВ премиясында жеңген. Джамала, это, видимо, певица Джамала, которая... Азатлык жырлары. Яшьлегім шешмелері. Нет. Слава богу, что... другая песня. Азатлык жырлары. Джамала Азатлык жырлары, это в скобках. Джамала песни свободы, да? Да. Украин документальный фильм, украинский документальный фильм, как тут все по-татарски написано. Канндағы медиа һәм ТВ в Каннах медиа и ТВ премиясында жеңген. Выиграла в премии медиа и ТВ. Круто. Молодец, Джамала. Чем известна Джамала? Она известна тем, что крымско-татарская песня победила на Евровидении. И вот я сейчас ее процитировал. У нее в припеве была цитата из крымской народной песни. Да. Песня называется 1944. Это про депортацию татар. Депортацию крымских татар. Для тех, кому нравится учить татарский язык по новостям, на сайте Эйда онлайн также вышел разбор новостей на татарском. Татарская фольклорная группа «Алпар» выступила в Стамбуле из Кашахиры с переводом основных слов, с лексикой. Ссылку мы дадим в описании. Кстати, интересное замечание. Вот «Алпар» с успехом выступила в Турции, а вот сейчас там выступал Фердус Тимаев, и там даже завели петицию, что чтобы он не выступал. Но он в итоге выступил. Моя любимая рубрика «Окей, Римма», потому что я могу задавать Римме самые разные и глупые вопросы. Итак, Римма. Вечеринка по Авдеде, уже вот весь интернет про это, и татарский интернет тоже подключился. Вот выпускают такие ролики. Вот такие ролики. И у меня вопрос. Как сказать на татарском «я не был на белой вечеринке»? Ты хочешь тоже ролик записать? Я уже записал ролик, кстати. Как татарским звездам отмазываться? Вот как сказать «я не был на белой вечеринке»? Мен хак аулагыйда булмадым. То есть ты вечеринку перевела как «аулак үй». А как? Не знаю, мен ок дискай тукта булмадым. Можно сказать кич утру. Но они же там
не только сидят. Как выяснилось. Я Мин сейчас- ок киш утуруда булмадым. Мгм. Или утрма. Мин Это опять ок утурмада посидеть. булмадым. Мгм. Как тебе удобно? Акаллах идя булмадым. Окей, пусть будет ок. Ок. Аулак ида булмадым. Ая. Окей. Следующий вопрос. У нас был целый выпуск про искусственный интеллект, но вот сейчас в татарском интернете завирусился такой новый популярный мем с дипфейком, где звезды поют на татарском. И у меня вопрос. Как сказать на татарском дипфейк? На татарском дипфейк. Можем оставить дипфейк. Угу. Мне кажется, никаких проблем нет. Потому что если мы начнем дословно переводить, как это будет? Дип. Тирян ялган. Тирян ялган. Ну, так-то прикольно, тирян ялган. Тирян ялган. Интернетта тирян ялган белән ясалган мем вирусланды. Вирусланда. Окей. Таралды. Ну и сразу, раз уж мы такие выражения берем, сразу тебя спрошу, опережая, как будет квадробер на татарском? Есть ли у тебя вариант? Как отатарить это движение квадроберов? Я на днях в телеграм-канале видела квадроберы, типа квадроберы сейчас, ну вот эти детишки в масках, и квадроберы моего детства. И там вот они идут, собирают картофель. Там не дети, там взрослые все. И там комментарий типа, это было какой-то крейдик, то есть уматывались, там, урабатывались до собачьего состояния. Мне очень понравилось. То есть глобально все татары квадроберы. Но после картошки... А мне нравится эта идея татарам объединяться совсем новым. Вот, типа, татарский квадробинг, а вот хобби-хорсинг, это прям татарская движуха же. Ну, вот хобби-хорсинг, ну, Да. вот та еще, будь, Да, типа, когда тебе еще проекта. нельзя скакать на настоящей лошади, ты скачешь, играешь на деревянной. Так, как переведем-то? Квадробер, ну как? Да, там же слово квадро, типа, Мгм. 4, типа, четвероногий. Угу. И аэробика. Угу. Да, точно ничего это без. Квадрошокмак, шокма аэробик. Дурт, там же 4. Дурт. Дурт. Дуртробик. Дурт аэробика. Дурт аэробика. Дурт аэробика ты предлагаешь? Ну, как это? Ну, там же сингармонизм. Там мягко дурт должно быть. аэробика. Дурт аэробика. Ну, супер. В Инстаграме вирусится мама блогера Айдара Сафиуллина. Вы наверняка знаете ее по ролику. Ты точно знаешь, где там в теплице Я не это подходи. обожаю, да. Теплица не подходи. Вот, мне нравится вот этот ролик. Olma. Neme ki olasın. Şu beşikten ne olur ağını ne ilinip tura. Şun sanal. Neme ki betini yarışasın. Yuğanı da olma ana üstte iki oturalar. Ol ana şu ikisini. Bana şu şunu zaten bir şimdi. Биграк там не Bir берега. gürak kabahatsın deyindi. Belekey tam ne? Tertipsiz deyindesin. Вот что значит немекей и кабахат? Вот почему она мне, оказывается, нравится. Но намекей — это диалектизм. Так говорят в Актенышевском районе, ну, в Мензеленском говоре. Это заменяет слово «нерсе», «ни». То есть «неме», Немекей шлисен. «неме», «немекей», «неме шлейсен», Немекей ошисен. «немекей ошейсен», «немекей улды». Кабахат. Кабахат — это ругательное слово. То есть мама почему-то ругается на блогера. Кабахат — это как, наверное, как сволочь. То есть недостойного поведения человека. Ну, это не... Ну, я могу говорить кому-то кабахат, не считая, что это матершинное слово. Вот мы сейчас не будем же его запикивать, он вроде литературный такое. Литературное. Ты можешь человека, вот, который плохо поступил, назвать кабахат. Когда ты последний раз говорил слово кабахат? Наверное, когда кто-то подрезал. Что у тебя подрезали? Тебя подрезали. Когда еще можно сказать кабахат? Кабахат же это... вот она-то его не со зла называет кабахат. То есть это у нее выражение такое... Дружественное? Дружественное, типа... Кабахат. Начар малай. Начар малай. Начар малай. Кабахат. Кстати, про кабахат тоже была песня. Иркя пела там, или кто? Асинхойда кабахат. Вот мы с тобой говорили про слово «немекей», про диалектизм, про местные говоры татар. В Айда Онлайн недавно вышел материал про диалектизмы.
Вы можете прочитать их по ссылке, которая тоже будет в описании. А тебя, Айнур, я проверю на знание этих слов. Давай. Бірінші сұрау. Вопрос номер 1. Что на одном из татарских диалектов значит вещь? Бер, ике, үш. Вещь. Но это же не болезнь точно, наверное. Точно не болезнь. Вещь. Может, вещь просто так говорят. Бу, не дешап вещь. Киямали. Типа эйбер. Ну, типа, да. Хорошая попытка, но не засчитывается, потому что это неправильный ответ. Правильный ответ в некоторых диалектах, особенно у кряшиных соседей, вещь это значит весь. Вещи арадым могут сказать. Я весь устал, я вся устала. Вещи шля бетердым, все сделал. Даже в Инстаграме у некоторых звезд можно почитать, как они так пишут. Вещь бетте, все закончилось. То есть это до сих пор используется в разговорной речи. Слава богу, в социальных сетях можно писать диалектизмами. И диалектизмы, наверное, кроме слова «вещь», в основном украшают язык. Пойдем дальше. Икенче сұрау. Вопрос номер 2. Что на одном из татарских диалектов значит «неркемес» или «неркемец»? Эш, ике, бер. Я понял, что за вопрос ты подбираешь. Вещь, наркомес. Ну, я опять предположу, может, наркомес — это наркоманов так называют татары, типа, наркомес юримында, олбузда. Ну, прикольные у тебя ассоциации, но нет. Вещь, весь, наркомес, наркоман. Нет? Нет. Так в некоторых районах Нижегородской области называют полынь. Представляешь? Полынь? Полынь. Полынь, наркомес. Да. А они эту полынь потом нюхают, если... Или пьют, или едят, что с ней делают. Но после полыни же она еще так пахнет. Невкусно. Ребят, не слушайте его. Полынь где-то называют эрем, где-то называют наркомес. И наркоман тут ни при чем. У тебя 0 очков, кстати. Пошли дальше. Ещё сұрау. Вопрос номер 3. Что на одном из татарских диалектов значит карагат? Кстати, где-то карагат, где-то карагат. Эш, ике, бер. Ответ на этот вопрос я знаю, потому что как раз в наших краях говорят корагат. Это смородина. Это в каких краях? Башкортостан. Башкирские татары говорят корагат. Да, это правильный ответ. В некоторых районах Башкортостана, в некоторых деревнях Актарского района, то есть в некоторых деревнях, поселениях Мензелинского говора говорят карагат, называют смородину, а именно черную смородину. Карагат. 1 балл. И грустный тромбон. Ну ладно. Не силен я в вичах и наркомецах. Гафуита газинды. В следующий раз все получится. Виш жингельден. Вишингельден. Это наша финальная рубрика. Мы, как всегда, говорим на татарском, то есть обсуждаем какую-то тему на татарском языке. Айнур продолжает мне доказывать, что в татарском интернете есть что-то интересное. Этот человек 5 минут назад говорил: Айдар Сафиуллин, я обожаю этого блогера. Я обожаю всех блогеров, которые называют Айдар, потому что я знаю как минимум 3 хороших блогеров с именем Айдар. Галимов. Это, наверное, 4-й, если он блогер. Он блогер вообще? Ну, возможно. Ну, у него есть все шансы. И сейчас все блогеры Айдар такие: блин, кого Рима обожает? Может быть, это я, может быть, я. Ну окей, что будем делать? Ну, показывай, что у тебя там в Инстаграме. Да, я попытаюсь сейчас снова тебе показать ролик, который популярен в татарском интернете. В общем, в интернете сняли сериал, татарский инстаграм-сериал «Беременна 16 татарща». Вот давай посмотрим. Во-первых, обсудим это на татарском. Во-вторых, если ты увидишь ошибку у блогеров или как-то можно их исправить, и у меня есть ошибка, видишь, говори. Мен исемім Алсу, повар-кондитерға оқып жүрем. Мен самый обычный такой простой деревенский қыз енді. Рима, ничек сиңа? Ошады ма? Бұл бірінші серия, бұл сериалның. Мен сен айтам, мен татарша блогинг ашамай деймін. Там семья шундай видеоларны көрсетесің. Яғни мен шушы видеодан соң менің фикірім өзгеруге тиеш. Yok, айда хаталар турында сөйләшәбез. Менә алар бик күп рус сүзләрен кыстырып сөйләшә.
Минем тәкъдим әйдә аларның рус сүзләрен алып ыргытабыз да бу татарча төзибез бу җөмләләрне. Окей. Менә бу Кәрим ышаныч ята, чөнки ул чын ни сөйләшә. Гади итеп, менә ничек гадәттә кешеләр сөйләшә, шулай аралаша. Әмма менә бу простой деревенский кыз дип авылда да сөйләшмиләр, кстати. Мин гади авыл кызы дигән мөмкин авыл кызы. Шуңа күрә менә бу урынны төзәтергә була. Нигә беләсеңме, татар блогерларындан нәрсә ошамый, концептуаль бер ул авыл темасы инде. Ул мин аңлыйм, ул күп кешеләргә бәлки ниндер якын әйбердер инде, чөнки теге әби дә бит ул бик популярлар шул килмә нәрсәгә Теплицага не подходи. Есть. И һәм аннан соң анда күп кешеләр роликлар яздыралар шул теплица белән. Ул инде күп кешеләрдә теплицалар булганын күрсәтә, шулай бит. Авыл темасы кешеләргә якын, шулаймы? Но әмма ул бит безне татарларны шундый авыл кешеләре кебек кенә ничектер күрсәтә. Минемчә күрсәтми. Әле безгә ул теплицага не подходи аркасында. Татарстанның бөтен теплицаларын күрдек. Бөтен формаларын күреп чыкты. 85 видео төшерелгән дип аңладым. Авылга килгәндә, ул бит инде контент өчен бик зур, бик шәп, бик бай чыгана, аны төрлечә кулланып була. Иҗади, кызык итеп кулланып була. Креатив өчен анда киңлекләр зур. Яки берне шәйнәргә була, татарлык, ул авыллык. Галюш, халат, сыер һәм башкалар. Авылда гына татарча сөйләшәләр дип, шул ук вакытта аны матур итеп диюм түгел, менә ничектер кызыклы итеп күрсәтергә була. Кытай, Корея аккаунтларындагы кебек Төркия авыллары турында бик кызык ниләр бар. Рилслар бар. Син монда минемчә менә бу авылны күрсәтүгә түгел, аны ничек күрсәтүгә нитәсең, әйме? Бәлки Ярый. Повар-кондитер ничек тәрҗемә итәбез? Повар без подкаст төшергән идек, повар ул пешекче. Кондитер тәмле әйберләрне пешекче. Шулай дәргә була. Татлы пешерүче дип әйтергә дә була, ләкин әйтергә була пешекче кондитер дип. Кондитер сүзен калдырырга була, я. Обычный сүзен ничек тәрҗемә итәбез? Гади. Гадәти дибез бу очракта. Гадәти. Мин иң гадәти авыл кызы. Инде безнең паразитсыз без ул хакта сөйләшкән дип бугай. Бер көнне мин белдем, что мин авырлы. Без бит сөйләшкән идек, без татарлар, күп татарлар, алар рус теленнән калька итеп, мин дә шулай, русча, татар тәрҗемәләрен шулай төзиләр. Монда ул что дигән сүзне кулланды, шуңа аның тәрҗемәсе дөрес төзелмәде, шулай бит? Ничек син төзер идең моны? Бер көн мин авырлы икәнемне белдем. Син моны теге иң алдагы беренче фразаларга чыгарырсың, әйеме? Тәпиди, рәхмәт. Тизер буларак, окей. Менің есімім Карим Булавитин. Мектептен 8-ші класстан справкамен шөп кеттім. Автомеханический колледжға кірген емекенді. Автомеханический колледж итеп буламы татарча? Менә бу ски дигән кушымчаны алабыз. Автомеханик колледж. Колледж сүзен тәрҗемә итәргә була. Коллият дип. Автомеханик коллият. Автомеханик коллият. Анданы числанули те бір ай тому назад. Числанули бір ай тому назад. Русчасын да белмим. Числили? Бір ай тому назад. Бу бір ай элек. Бу егет бу фраза өчен патент алырга тиеш, син беләсеңме? Бір ай тому назад. Бір ай элек кудылар. Укудан кудылар. Бір ай укудан кудылар. Сөйінқа урам бұлап. Бұк тейіп өрем шында. Бу бит инде бук тибеп йөрим, ул оның ни демәгънәсе? Трай тибеп йөрү дигән. Бер нәрсә дә эшләмим. Без покушай. Мин Кәримне беренче тапкыр клуб алдында күрдем. Ул шундый крутой, теге әтисенең машинасында, без прав. Шундый крутой. Кәттә. Менә кемдер текә дип әйтә бит. Без кәттә дип әйтәбез. Текә ул күкәй текәме? Юк. Күкәй просто пешкән, не урка. Каты пешкән. Текә ул яр. Яр. Текә ул тау. Аннан соң ул әйтә без прав. Мин аңламадым, аның машинага правалары юкмы? Ул просто шул илдә яшәп, ул просто без прав.
Без гражданских прав. Әй, Мен ойлаймын, мында енді тіге аның машина ерту құқығы болмаған күйіне әтесінің машинасын алып шығып кетуіне соққанамын қыз. Келіп тоқтады да, шықты да мені кинодағы сымақ шынды. Матур қайым, пиво ішәбізмін деді да, и все. Мен клуб алдына подъехал да, бір үйіне қыз yok қарайым, алсу басып тұра жетішмеген. жетішмәген мәгнәсі нендей бұл сөзінен? Нендейдір... Біз білмейбіз, не сөзің айтканда, нәрсені көз алдында да ол жетішмеген деп. Балих яшына жетмеген, есін айтам ол. Балих яшқа жетмеген айтам ол, яғни 16 яшта ауырлы деп аталады. Ай, 16 яшта ауырлы. Яки ақылы жетіш түгіл екенін айтамын. Икісін де айтырған бола. Енді айтам, полторашка пиво машинада, ішесің бе? Әй, ішем. Деді да енді, секіріп отырды да машинаға. Татарша бар ма пиво? Татарша пиво бар, сыра деп аталады. Сыра. Сен айтырға білесің, татарлар сыра ішме деп ба? Сыра ішеме? Ага. Екінші анда сөз болды сарай. Сарай ол бетінде шулай түркизм. Сарай. Татарша ол азы бар шулай бет? Сен қоян аз бар сөзін білесің. Чүнки біздің ауылда аз бар болды. Абзар бар, ол нелер. Нешік? Малтуарлар яшай тұрған. Нені? Абзар деп атылы. Абзар. Абзар. Ага, а мен шейтім. Аз бар дедің. Дұрыс түгел. Мен ешін сұқфандым, чүнки аз бар деп Түбен Новгород татарлары айта. Бізде шулай айта біз. Алар нелігін айтмай, абзарнығын айтмай, бүтін ихатан айты. Ихата енді бұсы мензелі татарлары сөйлешінен. Шуңа көре мен қазір оңатан башласам, бүтін диалектора кіріп кетешекмін. Шуңа көре бітірек бұл сериал білем. Шуның білен, тамам? На этом у нас все. Спасибо, что досмотрели наш подкаст до конца. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки, подпишитесь. Мы уже сегодня советовали материал Айда Онлайн про диалектальные слова, и хотим посоветовать еще несколько материалов Айда Онлайн, которые вышли вот за эти 2 недели, пока не было подкаста. Наш рекомендулин, это так Рима, кстати, говорит, это материал 84 юридических терминов на татарском. Классный материал. И новый аудиорассказ на YouTube «Ой, Эстенде Зухрякас», девочка Зухра на Луне. По нашим комментариям в YouTube огромное спасибо тем, кто отвечал, как у них называется сахар в регионе. Я поняла, что писюк наше все. Спасибо, ребята. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ссылки есть у нас в описании. Учите с нами татарский в легком ежедневном формате. Рахмат сізге сау болыңыз. С вами были ведущие подкаста Римма. Хамайнор. Оба не беременные в 16. Сәлемет болыңыз. Өзіңіздің қора беріңіз. Айда подкаст. Учим татарский.